моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна. Здравствуйте, в эфире телепередача «Мой спорт». Далее смотрите чемпионат по ушу саньда. 6-7 мая в городе Москве прошло первенство России по ушу саньда среди юношей 15-16 лет. В составе сборной команды Дальнего Востока принял участие в этих соревнованиях чемпион Дальневосточного федерального округа, наш земляк из Якутска, Федоров Алексей, ученик 33-й школы. Он выступал в свою категорию до 56 килограмм, и в первом же бою он встретился с очень сильным спортсменом из Поволжского федерального округа Дмитрием Матвеевым, который в финальном бою, с очень упорном бою, проиграл дагестанскому спортсмену. Вообще надо сказать, что дагестанские спортсмены являются лидерами по ушу саньда не только в России, но и в мире. Единственными их соперниками остаются только китайские спортсмены. И на первенстве России многие команды были представлены спортсменами, выходцами из Дагестана. Надо сказать, что если наши дальневосточные ребята отличались в принципе и ударной мощью, и физической подготовкой в плане опыта с проведения соревнований, участия в соревнованиях, ну и, соответственно, в технических каких-то действиях, тактических мы проиграли. На сегодняшний день по итогам соревнований лучшими стали спортсмены из Поволжского федерального округа и Кавказского федерального округа. Вот наш бой весовой категории до 56 килограмм, красные экипировки Матвеев Дмитрий из Поволжья и черные экипировки в синей футболке это наш Алексей Федоров. Проводя бой в непривычной для него манере, несколько наш спортсмен растерялся. Естественно, опыта у него мало. И вот этот вот передний удар боковой ногой, называемый цечуайтуй, оказался полностью для нашего спортсмена неожиданностью, к которому он очень трудно привыкал. А так как удар ногой в корпус оценится в 2 балла, то, естественно, наш спортсмен пропустил несколько таких ударов в корпус и наверстать упущенное уже не смог. Во втором раунде он попытался все-таки выровнять ситуацию и сам проводил броски. Очень хороший удар левый боковой он провел в голову, но оказалось чуть-чуть удар повыше, поэтому спортсмен из Поволжья этот удар выдержал. По правилам ушу саньда соревнования проводятся 2 раунда, если соперник, один из спортсменов точнее, выигрывает 2 раунда подряд. И если первый раунд один спортсмен выиграл, второй раунд выиграл другой спортсмен, только тогда появляется 3-й раунд. В данном случае наш Алексей первый раунд проиграл вчистую, а вот второй раунд он попытался выровнять ситуацию, но все-таки судьи дали предпочтение его сопернику, поэтому 3-й раунд не проводился, и таким образом он выбыл из участия в соревнованиях после первого же круга. Вообще надо сказать, что спортсмены Дальневосточного федерального округа приняли участие в первенстве России по ушу саньда впервые. И наши спортсмены показали себя физически подготовленными, в ударной технике не уступающими лучшим спортсменам первенства. Но, к сожалению, наш соревновательный опыт, наш тактический арсенал остается пока еще в недостаточном уровне, и поэтому мы не смогли пробиться в финальные поединки. Надеемся, что, как говорится, опыт приходит со временем. Для 1 года занятий попасть на первенство России — это уже хорошо. Я думаю, в будущем году мы сможем добиться больших результатов. Бесплатная городская справочная 390-111. Запишите наш номер, он вам обязательно пригодится. 390-111. Далее смотрите новые приемы от Виктора Константиновича Субурусского. Приемы против ножа. Вот это очень настоящий, очень. Сперва представьте, то есть это у нас тренировочное начальное, с чего мы начинаем учить, что человек должен привыкнуть к клинку, это упражнение, часть делают. Ну и нож настоящий.
Настоящий. Сверкает, да? Сверкает, острый, на что Не резиновый. когда учится на резиновом деревянном, вот 10 тысяч раз хорошо применить деревянный резиновый нож, такой будет первый раз. Вся эта учеба, она блеснет начнется. Забудешься, да? Все, конечно. Поэтому человек должен привыкнуть к острию, тяжести, что-то, что лезвие тут, там вот кинжал есть только что. То есть у нас острый. То есть это упражнение, а потом пробуем. Чтобы понять, как есть плоскость клинка, да? То есть вот сейчас направление, давление, то есть пошел в плоскость, собственно говоря, без рук, нет, без рук, без рук шел. Сейчас это упражнение, сейчас когда вертикально, так картинка. Сначала отойти в сторону, да? Нет, не отойти. Вдохнуть. И он уже здесь помаленьку выключается, степень свободы маленько выключается, ему, чтобы начать меня резать, нужно расслабиться, поменять позу, терять время. И повернул. Здесь он просто едет. То есть никакого приседа не было в эту сторону. И поэтому все это время поставим. Или там. Если он атакует меня, я уже здесь начинаю работать, понимаете? Я уже раньше даже... Нет, но профессионал так атаковать не будет. Он вот так не полезет, вот так не полезет. Профессионал, во-первых, не полезет. Да. Но намерение у него есть. Он кладет и сунет. Это другое. Это другое. Да, вот цепляешь, что разница тебе. Какой руки не знаешь. Конечно. И он вот так же. Ты что знаешь, знаешь? как? Ну, как он делает? Это есть специальное упражнение. На улице так не подходит. Нет, Да. они Нет, если подходит, у него намерение, это намерение чувствуется. Поэтому уже эта атака, он раз вышел, он просто так не пойдет мимо, нет повода меня бить, просто идти и меня так просто полоснуть. Понимаешь, это больной человек, маньяк какой-то, ну вряд ли. Поэтому тычок, пошел движение, да, это техническая часть. Встреча, отбой. Тычок. Та же встреча. Как ты палку, разницы нет. Куда, да? По ноге, в одном случае, если нога впереди. Впереди, да. Да. Потому как у нас даже мгновение может быть, потому что у нас стойки. У нас стойка другая, как заметить. Стойка такая. Это спортивный футбол. Это спортивный, я так и стоять не буду. Но если он все равно пока, во-первых, убивается. Да? А рука всегда вот в таком положении, да? Не вот так. Нет, ну рука где-то здесь. Если я увидел нож, я какой-то разговор... Но он по пальцам будет, может поработать. Ну пусть поработает по пальцам, пусть работает по пальцам, пусть, ради бога. Но он не будет по пальцам, потому что это нож на нож, когда начинается. А когда у меня, во-первых, ну это тактика, это не техника ведения будет, это тактика. Это он выставил, говорит, ну что, мужик, ну ты что? Ну что, будет резать пальцем, нафига? Он видит, человек испугался. Тем более, раз угроза, это же в основном даже угроза убивает много ножом, они не хотят убивать, это угроза как напугать человека, а потом ткнут, ой, не хотели, ну уже убили. Поэтому угрозы больше. Задача наша плоскость. Я не сдвинул, я везде локоть одного. Дальше. То есть
никогда не хватаешь за руку, да? Нет, нет, конечно. Зачем? Сопровождает. Вот этот, у нас стиль другой. То есть, смотри, вот раз, схватил движение, да? Ага. Ну, Может вот. быть, да? Но учит везде как? Учит же, и правильно, если все выполнено хорошо, это тоже прокатит. Да? Я вот был в Китае, там полицейские показывали, когда у них вся атака пошла, вот я работал, тоже, хватает жестко. Ну, инстинктивно все равно хватает. Да, мы И вот здесь на тренировке мы учим, чтобы не хватать, потому что нападающих как минимум трое. Наша территория здесь, наш дом. Эти улицы знают каждого в лицо. На все вопросы у нас один ответ. Это наш город, и лучше нас здесь нет. Нас здесь нет. Наша территория здесь, наш мир. Мы знаем точно, чего от жизни хотим. Идем вперед, ищем свой путь, при этом прожигая жизнь. Ну и пусть говорят, что мы делаем что-то не так, но мы лучшие здесь, это факт. Далее смотрите немаловажную информацию для наших спортсменов. Система светотерапии существует как терапевтический метод воздействия на ткани уже более чем 20 лет. Светотерапия применяется уже в медицинских учреждениях, в салонах красоты в более чем 40 странах мира, а также она стала частью повседневной жизни миллионов семей. Светотерапия применяется для заживления ран и восстановления тканей, для снятия болей, в ревматологии, а также в спортивной медицине. Именно снимает переутомление мышц, стимулирует двигательную систему, уменьшает мышечные боли и боли в суставах. Это прекрасное дополнительное лечение при ушибах, переломах, растяжении связок, подвывихах, вывихах, порезах, гематомах. Существует 3 вида медицинских прибора. Диаметр 15 см, диаметр 11 см и 4 см. У нас в Якутске применяют очень широко светотерапию в ожоговом центре, в детских садах, в салонах красоты, в школах для профилактики детей заболевания ОРЗ и гриппа, в спортивных комплексах, а также и в домашних условиях. Благодаря современной технологии и дизайну приборы просты в использовании и безопасны. Пользуйтесь на здоровье! Танцуйте легко и свободно благодаря лидеру в области светотерапии. Клинически проверенный прибор Биоптрон – это безопасное и эффективное лечение болей различной локализации, травм суставов, мышц и связок. Биоптрон от Scepter Medical. На этом все. Смотрите передачу «Мой спорт». Пока. Моя игра, она мне принадлежит, ты таким же, как и я. Моя игра, правила одни и цель одна.